Прошлой осенью сбылась мечта преподавателей и детей, которые учатся в Томодской школе искусств. Они из старого деревянного здания переехали в новое, просторное, комфортное строение. Но радость была недолгой. Буквально через пару месяцев на стенах появились трещины, и здание было признано аварийным. Тут стоял двухэтажный дом деревянный, и он развалился, потому что, хотя была отсыпка мощная, он развалился, потому что здесь внизу оказалась линза. Вот. Ну, а вы понимаете, вода замерзает, лед рвет все. И бетон, и металл. И вот результат. Построили школу, построили, мощный фундамент был. Это все на моих глазах строилось. Вот. Мощный очень фундамент был. И я удивился, когда это все пошло-поехало, перегородки начали трескаться. Ну вот, финал вот такой. Здание новой школы пришлось в срочном порядке освобождать. Сейчас дети занимаются в приспособленном помещении в цокольном этаже одного из домов Томота и продолжают мечтать о собственном большом здании. Мы сейчас рисуем в приспособленном здании, но хотелось бы свое здание, где было бы больше места, где нам было бы комфортно. После нескольких судов застройщик, фирма King-95, подписал мировое соглашение с администрацией города и обязался на собственные средства построить новое здание школы с учетом всех особенностей грунта. Вот сейчас, как видите, уже фундамент залито. И вот как уже потеплеет, уже они будут строить школу. Ну, здесь уже мы маленько убрали в проекте. Крылья убрали, получается, где-то добавили. Классы тоже внутренние там уже переделки сделали. И фундамент, естественно, уже как Аям, там, как они делают, по этому проекту будут делаться. По заверению застройщиков, за весну-лето строительство будет завершено, и новый учебный год ученики школы искусств встретят в новом здании. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Томот, Алданский район.